Приближается самый крупный крах в новейшей истории. В этом видео вы узнаете, где это происходит. Держите глаза и уши открытыми в течение следующих 11 минут. Потому что Бог пытается предупредить нас о грядущем мировом хаосе, который затронет миллионы людей по всему миру. Узнайте, как защитить себя от следующей аварии из этого видео. Дорогие избранные, этот мир движется в сторону экономики. Каждому живому человеку нужны деньги для удовлетворения своих основных потребностей. Что, если бы я сказал вам, что финансовые системы, от которых вы зависите, рынки, которым вы доверяете, и институты, на которые вы полагаетесь, вот-вот пошатнут основы нашей глобальной экономики? На пороге масштабных потрясений. Знаки повсюду вокруг нас, но многие остаются слепыми к грядущему разрушению. Это не просто коррекция рынка. Это сейсмическое событие, которое отразится на всех континентах и затронет всех людей на Земле. Его волновые последствия меняют ход жизни в каждой семье, от богатых до бедных, и меняют будущее целых наций. Предупреждающие знаки уже были и раньше, но на этот раз ставки выше, чем когда-либо. Огромный кредитный пузырь, неустойчивая фискальная политика и слабая взаимосвязанность мировых рынков создали идеальный шторм. Грядущая осень затмит все, что мы видели в недавней истории. Это не вопрос, а когда, это опустошительно. Ваши сбережения, инвестиции, работа, дом – все находятся под угрозой. Но так не должно быть. Благодаря бдительности и подготовке вы сможете защитить себя и своих близких от худшего, что вас ожидает. В ближайшие несколько минут мы поделимся важной информацией и шагами, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свое финансовое будущее. Это видео даст вам знания, необходимые для того, чтобы выдержать шторм, от защиты вашего имущества до понимания мер предосторожности. Пришло время проснуться и обратить внимание. Это ваше предупреждение. Мир быстро меняется, и те, кто к этому готов, выживут и процветают, а те, кто нет, пострадают от ужасных последствий. Помните, речь идет не о шантаже. Речь идет о информированности и инициативности. Пожалуйста, помните об этом послании, распространяйте информацию и с нетерпением ждем возможности помочь вам в предстоящие неспокойные времена. Доверяя Богу, мы можем работать вместе, чтобы выдержать бурю и стать сильнее на другой стороне. Важно понимать, что эти события не происходят изолированно. Многие люди, особенно верующие, давно ожидали наступления великих потрясений. На протяжении веков библейские пророчества предупреждали об экономических потрясениях как о признаке конца времен. В Откровении 6:5-6 говорится о времени великого экономического неравенства, когда Агнец откроет третью печать, третье живое существо скажет: «Приди». Я спросил и посмотрел, а там была вороная лошадь. Разве это не резонирует с теми знаками, которые мы видим сегодня? Стоимость жизни растет день ото дня, уровень долга является неприемлемым, а разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться. Сам Иисус предупреждает нас в Евангелии от Матфея 24:6-8. Вы услышите о войнах и слухи о войнах, но постарайтесь не беспокоиться. Такие вещи будут происходить, но конец еще не наступил. Люди поднимутся на восстание, и в разных местах произойдут землетрясения. Между королевствами и империями. Это не просто совпадение, а часть более широкой закономерности,
предсказанной в Библии тысячи лет назад. Финансовый кризис, о котором мы вас предупреждаем, соответствует такого рода предапокалиптическим родовым мукам. Это призыв ко всем верующим подготовиться духовно, умственно и физически. Мы видим исполнение пророчества перед своими глазами. Грядущая рецессия станет для многих не только финансовой катастрофой, но и духовным испытанием. Готовы ли вы встретиться с этим лицом к лицу? Нам следует вспомнить притчу о мудрой и неразумной деве из Евангелия от Матфея 25, 1-13. Мудрые девы налили масло в светильник, а неразумные – нет. Когда жених пришел, только мудрые девы были готовы пойти с ним. Эта притча учит нас тому, как важно быть подготовленными. Вы экономите ламповое масло. Готовы ли вы к предстоящим духовным и финансовым трудностям? Цель этого видео не только защитить ваши финансы, но и подготовить разум и душу к предстоящим событиям. Следующий крах рынка затронет многие страны, и их экономика будет потрясена. Это изменение также наблюдается на автомобильном рынке, в розничных магазинах, среди владельцев кредитных карт, на рынках недвижимости и в банках. Ведь это затрагивает миллионы людей по всему миру. Но не волнуйтесь, дорогое дитя Божие, Бог – ваш кормилец и обеспечит вас всем, что вам нужно в жизни. Среди всех этих предупреждений и приготовлений есть великое послание от Бога, которое мы не должны пропустить. Это послание утешения и надежды. Не беспокойтесь о деньгах. В своей бесконечной мудрости и любви Бог напоминает нам, что истинная безопасность не заключается в материальных благах. В Евангелии от Матфея 6, 25-34 Иисус учит о тщетности беспокойства о материальных нуждах. Поэтому говорю вам, не заботьтесь о жизни вашей, о том, что вам есть или что пить, не о теле вашем, ибо вы больше, чем пища. Эти слова Иисуса Христа являются мощным напоминанием о том, что Бог знает наши нужды и готов обеспечить их. Но ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все это будет дано вам. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, завтра вы будете беспокоиться о себе. Да, каждый день достаточно труден для меня. Дети Божьи, Бог призывает нас переключить внимание с мирских забот на Его веру. Хотя предстоящий экономический спад серьезен, мы не должны позволять страху управлять нашими сердцами. Скорее, оно должно приблизить нас к Богу и углубить нашу веру в Его провидение и суверенитет. Помните, что Божий призыв не беспокоиться о деньгах – это не призыв к безразличию, а призыв поверить в Бога и поставить на первое место духовное благополучие. Предпринимая практические шаги по обеспечению своих финансов, занимайтесь духовной дисциплиной. Итак, дорогое дитя Божие, пожалуйста, отнесись к этому предупреждению серьезно. Но пусть это приведет вас к более глубокой вере в Бога. Будьте разумны в своих финансовых приготовлениях, но, что наиболее важно, будьте готовы морально. Доверьтесь Божьему обеспечению и заботе. Не позволяйте страху управлять вашей душой. Вместо этого проводите время в молитве. Итак, дорогое дитя Божье, пожалуйста, присоединяйся ко мне в этой мощной и прекрасной молитве, потому что это обязательно поможет вам в любой беде в будущем. Итак, давайте помолимся вместе с вашей верой. Небесный Отец, сегодня мы предстаем перед Тобой со смиренными сердцами и признаем Твой суверенитет над всем творением. Вы Альфа и Омега, начало и конец. В
В трудные времена финансовой нестабильности мы обращаемся к вам за нашим прибежищем и силой, за нашей постоянной помощью в трудные времена. Господи, мы повсюду видим признаки экономической нестабильности, но Ты знаешь наши нужды еще до того, как мы говорим. Ты обещал нам в Своем Слове, что восполнишь все наши нужды по славному богатству Твоему через Христа Иисуса. Отец, я согласен, что мы испытываем тревогу перед лицом потерь и невзгод. Наша человеческая природа ищет безопасности в материальных благах и земных благах, но сегодня мы предпочитаем верить не в ненадежные мирские блага, а в вашего Отца, вашего неизменного и верного Бога. Господь, мы молимся о мудрости и проницательности в это трудное время. Вы руководите нашими финансовыми решениями и помогаете нам лучше управлять ресурсами, которые Вы нам доверили. Господи, мы поднимаем тех, кто особенно уязвим в этом экономическом перевороте, безработных, частично занятых, бездомных и тех, кто пытается свести концы с концами. Будьте их утешением и снабжением. Используйте нас, свой народ, как инструменты Своей любви и щедрости. Как это сделала ранняя церковь в книге Деяний, покажите нам, как мы можем поддерживать и воодушевлять друг друга, делиться ресурсами и нести бремя друг друга. В конце концов, Господь, мы возлагаем на Тебя нашу главную надежду. Что бы ни происходило в этом мире, мы знаем, что наша вечная безопасность находится только в Иисусе Христе. Ничто не может разлучить нас с Твоей любовью. По мере того, как мы переживаем эти неспокойные времена, пусть наша вера крепнет, наши свидетельства сияют ярче, а наша жизнь отражает Вашу славу. Мы молимся обо всем этом во могущественное и драгоценное имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Я благословляю Твое имя и прошу Твоего Святого Духа прорвать эту завесу, чтобы люди начали чувствовать Твое присутствие. Ты живой и активный Бог. Ты недалекий Бог. Ты не Бог, сидящий далеко. Ты Иммануил, Бог, который всегда с нами. Во имя Иисуса. Аминь. В книге Иисуса Навина 24 часа 14 минут говорится: «Теперь бойся Господа и служи Ему верно. Оставь богов, которым поклонялись отцы твои на Ефрате и в Египте, и служи Ему». Это были слова Бога в то время, но я чувствую, что это те же послания, которые я получил от Бога в этот раз. За это время Бог говорил о 4 важных вещах, которые следует немедленно убрать из дома каждого верующего. Потому что эти 4 элемента действуют как средство навеки обречь их на ад. Вот что я услышал от Бога. Дорогие дети, слушайте внимательно и с открытым сердцем мои слова, ибо есть вещи, которые вы должны держать подальше от дома, вещи, которые приведут к вашему падению и утянут вас в ад. Я с вами, направляю вас и готовлю к тому, что вам предстоит сделать. Потому что это разрушает святость вашего жилища и приглашает в ваш дом злых духов. Я приглашаю вас всех в свой дом. Преданные должны немедленно проявить активность и выбросить эти предметы дома. Сначала ищите предметы оккультных или темных практик. Дорогие дети, вы должны выбросить все предметы, связанные с колдовством, карты Таро, доски для спиритических сеансов или любые другие предметы, которые служат проводниками темных духовных сил. На первый взгляд эти вещи могут показаться безобидными или безобидными, но они являются воротами для злонамеренных сущностей, стремящихся уничтожить вашу душу. Их присутствие – это открытое приглашение злым духам вторгнуться в ваше святилище.
Выбросьте эти вещи – это первый шаг к обретению духовной чистоты. Уничтожьте эти ужасные вещи и верните священное пространство, которое является вашим домом. Дитя мое, не позволяй этим инструментам тьмы жить под твоей крышей. Как вы знаете, эти загадочные вещи мне отвратительны. Они производят только неприятные и плохие вещи. Если вы будете держать их в своем доме, внутри вас будут жить темные силы. Это больше, чем просто игрушки или безобидные развлечения. Это инструменты врага, созданные для того, чтобы ввести вас в заблуждение. Итак, поймайте и уничтожьте их. Сожгите его, измельчите, сделайте все возможное, чтобы избавить свой дом от этого ужаса. Только тогда вы сможете начать очищать свой дом и душу. Затем попросите их проверить ваш дом на наличие проклятых предметов или предметов с привидениями. Дорогие дети, уберите все вещи, рассказывающие историю несчастий, трагедий и необъяснимых событий. Зачастую эти проклятые предметы передаются из поколения в поколение или приобретаются невольно, неся с собой горести и страдания своих предыдущих владельцев. Они находятся под демоническим влиянием и приносят злые тени, омрачающие вашу жизнь и дом. Осознайте эти проклятые вещи такими, какие они есть, и изгоните их из себя. Чтобы освободиться от цепей прошлого и ходить в свете моей благодати, не позволяйте ничему проклятому витать над вашим домом. Эти проклятые предметы приносят тьму в вашу жизнь. Они ранены прошлыми обидами и злобой и приносят эту тьму в ваш дом. Хотя мы не всегда можем их распознать, мы можем чувствовать их последствия, такие как конфликты, болезни или несчастья. Так что не обманывайтесь его внешним видом или сентиментальной ценностью. Они некрасивы, и их присутствие негативно влияет на дом. Тщательно очистите их, потому что это единственный способ очистить дом от темных влияний. В-третьих, проверьте наличие признаков измены. Дети мои, всемогущий Бог, уберите все статуи, амулеты и символы, которым поклоняются или почитают вместо меня. Эти идолы, какими бы красивыми и историческими они ни были, являются ложными богами, призванными удерживать вас от пути истины. Они развращают вашу веру и ведут вас по опасному пути духовного замешательства и окончательного контроля. Цепляясь за этих идолов, вы позволяете дьяволу нашептывать ложь в ваше сердце, разрушаете вашу веру и разрушаете вашу святую связь со мной. Выбросьте их и возобновите свой завет со мной. Потому что только я заслуживаю твоей преданности. Пусть никакие ложные идолы не встанут между тобой и моей любовью. Не будет у тебя других богов передо мной. Это моя заповедь, но многие из вас позволили этим идолам укорениться в ваших домах. Даже в виде этих идолов, статуй, амулетов и других предметов поклонения мне стыдно. Они не мои и не олицетворяют мою любовь или мою силу. Они заставляют вас верить в ложные вещи, которые не могут вас спасти. Им нет места в домах верующих, поэтому уничтожьте их. Ваша вера должна быть чистой и не ослабленной ложными обещаниями этих идолов. Дорогие нечистые средства массовой информации и развлечения – это последнее, но самое важное, чего следует избегать в своем доме. Откажитесь от книг, фильмов, музыки и игр, которые прославляют искушение, пропагандируют безнравственность или углубляются в паранормальные явления. Это больше, чем просто развлечение. Это тонкие и коварные инструменты дьявола,
призванные свести вас ко злу и ослабить вашу духовную защиту. Они исказят ваш разум и наполнят его образами и мыслями, противоречащими моему учению, медленно, но верно ведя вас по пути разрушения. Очистите свой дом от этих злых влияний. Наполните свое сердце и душу средствами массовой информации, которые возвышают, вдохновляют и укрепляют вашу веру. Не позволяйте нечистым СМИ отравлять ваш разум. Средства массовой информации, которые вы потребляете, формируют ваше сердце и разум. Заполнение вашего разума этими плохими вещами открывает дверь во тьму. Этот вид развлечения задуман врагом, чтобы отвлечь от правосудия. Господь Бог придет в вашу жизнь и сотворит чудо. Откройте свое сердце присутствию Господа и позвольте Ему изменить каждую часть вашей жизни. Будьте готовы к прорывам, победам и триумфам на этой неделе. Пусть Бог добавит вам бесконечных благословений, возможностей и чудес. Я готова окружить вас добром, исцелением, свободой, финансовым благополучием и настоящей любовью. Следующий месяц будет наполнен радостью, исцелением и успехом, поскольку вы перепишете свою историю с радостью и удовлетворением. Вы рождаетесь свыше как новый человек, дитя Божье, последователь Иисуса. Святой Дух живет внутри вас, направляет вас, активирует и преобразует вас, чтобы раскрыть качество Христа. Введите 2121 для проверки и суперспасибо в размере $5 во имя Иисуса. Получите здоровье, счастье, деньги и мир для своей семьи. Ваша щедрость ведет к вечным благословениям. Аминь. Иисус говорит, что у вас есть доступ к бесконечным богатствам небес, обетованиям Божьим и благословениям спасения. Вы не просто победители или выжившие, но сонаследники и соработники Бога, получатели благодати и носители истины. Поговори со мной сегодня еще раз, дай мне особое благословение, чтобы мы могли поговорить. Встаньте и идите сражаться в силе моего Святого Духа. Когда вы вступаете в битву, никто не сможет пойти против вас. Ты не слабый, ты сильный. Сохрани мою любовь, сохрани свою веру и помни, все возможно тем, кто верит. Хотеть не расстраивайтесь. Я здесь, чтобы поддержать вас и дать вам силы остаться. Я даю тебе все силы, чтобы ты не был подавлен и не подавлен трудностями, и чтобы ты смог снова подняться, принять вызов и двигаться дальше. Вы одержали победу в прошлых битвах, и испытания, с которыми вы сталкиваетесь сейчас, не смогут победить вас. Вас не будут притеснять или унижать. Услышьте мои слова ободрения и вооружитесь верой в меня. Ваша вера сегодня очень важна. Вам предстоит стать свидетелем невероятного чуда. Мои слова могут исцелить вас, поддержать ваших близких и удовлетворить их потребности. Ваша карта всегда будет наполнена счастьем, и истинное богатство будет процветать. Пожалуйста, примите мои благословения с благодарностью и смирением. Подумайте о страданиях, поделитесь своими благословениями, обратитесь к нуждающимся, и это откроет небеса и наполнит ваш дом миром и радостью. Будьте добры к другим, помогайте нуждающимся и горячо молитесь. Пусть моя энергия исцелит ваше тело, душу и разум и полностью избавит вас от всех забот. Откройте свое сердце мне и почувствуйте мой мир. Ваша стойкость и преданность делу признаны. Вы игнорируете негатив и критику. Сейчас настало время добиться прогресса.
Верьте в свои мечты, и я поддержу вас во всех начинаниях. Наслаждайся моим присутствием. Тогда ваши самые сокровенные желания исполнятся. Позвоните мне, и я отвечу. Я хочу показать вам великое чудо. Так что обязательно держитесь подальше от людей, которые вас разочаровывают, потому что они причиняют вам только боль. Помните мои заповеди. Люби Господа Бога твоего и служи Ему только всем своим умом, душой, сердцем и силой. Это тот знак, который вы ищете. Если вы хотите больше ясности, напишите сообщение на номер 222 и спросите. Иисус говорит: доверяйте своей жизни, своему будущему и своему времени. Тогда я увеличу ваше существование и наполню вас благословениями и успехом. Ваши страхи исчезнут, ваша печаль исчезнет, и вам больше не придется беспокоиться о будущем. Я отвечаю на ваши молитвы, я отвечаю на них чудесами и сверхъестественным пониманием. Мирная жизнь гарантирована тем, кто предан мне и оказывает непоколебимую преданность. Поэтому очень важно, чтобы вы поняли мои намерения и желания относительно вас. От всего сердца хочу всячески обогатить вашу жизнь. Прислушайтесь к миру и перестаньте цепляться за идеи, противоречащие миру. Игнорируйте мысли, которые пытаются посеять в вас семена бедности. Примите, что желания моей воли добры и совершенны. Потому что я благословляю вас во всех аспектах вашей жизни и хочу, чтобы в вас текло процветание, чтобы ваши мечты сбылись, ваши усилия увенчались успехом и ваши усилия были щедро вознаграждены. Я говорю вам правду, когда я один, Бог утешает меня. Бог для меня все, когда я чувствую себя незначительным. Когда мне грустно и одиноко, Бог – моя песня и радость. Бог – моя сила, когда я слаб и немощен. Небесный Отец, спасибо Тебе за благословения, изменяющие жизнь, которые приходят к Тебе. Надеюсь, у Тебя большие планы на мое будущее. Во имя Иисуса я отдаю Тебе каждую частичку своего сердца, воли и эмоций. Завтра произойдет что-то чудесное, что сотрет все ваши тревоги. Вместо этого вы наполнитесь радостью и получите множество благословений. Я здесь, чтобы помочь вам финансово и принести вам процветание. Я готов открыть новые двери и направить вас по вашему пути. Сегодня я дарю вам мир и победу. Вы вступаете в чудесную фазу, когда все идеально соответствует вашим планам. Я любящий и добрый Бог. Я буду кормить тебя и буду кормить по-особенному. Вы станете свидетелем невероятной силы доброго Бога. Если вам это нужно, сделав суперблагодарственное пожертвование в размере до $5, вы не просто жертвуете деньги, вы приглашаете здоровье, счастье и мир в свою жизнь. Это один из способов, с помощью которого мы можем помочь вам продолжать распространять любовь, найденную в Слове Божьем. Аминь. Сегодня Бог говорит: сохраняйте веру, храните молитву и делитесь моими учениями. Вы мои любимые дети, и вас ждет чудесный сюрприз. Дорогие друзья, пришло время вашей победы. Никаких больше потерь, никаких долгов, никаких разочарований. Начинается глава, наполненная ответами на молитвы, благословениями и бесконечными чудесами. Приготовьтесь к периоду личностного роста, который положительно повлияет на все аспекты вашей жизни, финансово, умственно, физически и духовно. Бог открывает вам двери, когда вы молитесь.
Следующие 7 дней станут особым периодом радости, любви и гармонии. Я восстановлю ваше здоровье, укреплю ваши отношения и улучшу ваше финансовое положение. Доверьтесь мне, ибо я Бог восстановления и спасения. Когда вы чувствуете себя подавленным и считаете, что всякая надежда потеряна, я вмешиваюсь и посылаю чудо, которое поднимет вам настроение. Доверься моему идеальному моменту. Я всегда работаю в фоновом режиме, чтобы принести пользу вашей работе, финансам, здоровью и отношениям. Вы увидите удивительные изменения, которых никогда раньше не видели. Я всемогущий Бог, Создатель всего, и я забочусь о вас с бесконечной любовью и состраданием. От бескрайнего неба до скромной земли ваша жизнь полна чудес. Вы невероятно счастливы такому давлению. Если вы дослушаете это послание до конца, к вам придет удача и положительные результаты. Как прежде я отверз небеса, чтобы благословить землю и дело рук человеческих, так и покрываю вас благословениями. Ваша жизнь стабилизируется и улучшится, а ваша карьера и личная жизнь будут процветать. Опять же, обильный дождь с небес будет питать ваши усилия и принесет вам рост и процветание. Вскоре Бог устранит вашу боль, беспокойство и проблемы и подарит вам здоровье, счастье и мир. Верьте в то, чего вы не видите, верьте, что все будет хорошо, и приветствуйте новый сезон обещанных Богом благословений. Он исправляет все сломанные части и полностью исцеляет вас физически и морально. Приготовьтесь к волнующему времени, когда ваши молитвы будут услышаны, и вы вместе со своими близкими насладитесь великими победами. Сегодня Иисус обещает дать вам силы преодолеть трудности, наполнить вашу жизнь радостью и положить конец любым трудным временам, с которыми вы сталкиваетесь. Бог говорит, что ваше будущее будет наполнено благословениями, которые изменят ход вашей жизни, изменят ваши обстоятельства и удивят вас Его верностью. Когда ты чувствуешь себя одиноким и непонятым, и никто не сочувствует твоей борьбе, помни, что я всегда рядом с тобой. Я всегда буду в твоей жизни, предлагая утешение и любовь в трудные времена. Дорогие дети, знайте, что вас очень любят и берегут. Я твой Бог, и я всегда здесь для тебя. Поверьте, в вашей жизни произойдут великие события. Я благословляю вас и вашу семью и исцеляю вашу боль. Я врач. Благословения, которые я запланировал для вас, превосходят ваши самые смелые мечты. Откройте дверь возможностям, которые могут вас удивить. Я приношу исцеление вашему телу, придавая ему силу и жизненную силу. И самое главное, я дарю вам мир, мир, превосходящий всякое понимание. Я слышу крик твоего сердца, я слышу твою боль и борьбу. Я понимаю мысли, которые сводят тебя с ума и заставляют тебя беспокоиться. Мы понимаем вашу усталость и стресс в каждом испытании. Дорогая доченька, я тебя прекрасно знаю, потому что ничто не может ускользнуть от меня. Не позволяйте невзгодам ослабить вашу веру или лишить вас благословений. Всегда помните, что я тихо работаю для вас, меняя ваши обстоятельства и превращая вашу боль в радость и счастье. Не волнуйтесь, у нас есть план, даже если вы сейчас его не видите. Каждый опыт, каждая слеза, которую вы проливаете, являются частью прекрасного гобелена, который скоро раскроется. Долгожданное чудо появляется тогда, когда его меньше всего ожидаешь. Жизнь может неожиданно измениться в неожиданные моменты,
но верьте, что это произойдет. Поверь мне, моя безусловная любовь, и я стану твоим сильнейшим оружием против любых препятствий, с которыми ты столкнешься. За каждую перенесенную вами невзгоду, за каждую пролитую слезу и за каждую боль, которую вы испытали, вас ждет благословение. Пусть ваше пожертвование суперграшес в размере $5 станет маяком надежды на здоровье и счастье близких. Внося свой вклад сегодня, вместе мы сможем поделиться Божьей любовью и стать светом во тьме. Аминь. Господи, поверь, что я всегда желаю Твоего блага. Даже в тех странах, где вы никогда не были, о вас будут говорить с уважением. Ангелы говорят за вас, и я прокладываю путь, который поможет вам достичь цели вашей жизни. Так что не расстраивайтесь из-за проблем, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. Верьте в меня, верьте в себя и верьте в силу любви и добра. Деньги, которые вы потратите, вернутся к вам многократно в виде улучшения финансов, отношений и здоровья. Я здесь, чтобы сражаться в ваших битвах, когда вы чувствуете себя подавленным, напуганным или беспомощным. Пожалуйста, помните, что я ваш защитник. Я буду бороться за тебя. Вы не одиноки в этой борьбе. Верь в мои силы и знай, что я всегда с тобой. Я никогда не оставлю тебя одну. Пожалуйста, произнесите следующие слова вместе. Бог превосходит все мои ожидания и благословляет меня больше, чем я мог себе представить. Потому что Божьи благословения находят меня и обогащают мою жизнь. Все ваши заботы, страхи, стресс и страдания исчезнут, и вы испытаете Божью любовь, благословение и мир. Этот год будет хорошим годом для вас и вашей семьи, счастья, выздоровления и финансового благополучия. На следующий день ваши долги будут погашены, а финансовое положение улучшится. Будьте готовы к великим Божьим благословениям, чудесным и важным неожиданным дарам. Вам больше не придется беспокоиться о долгах или счетах, потому что их ангелы позаботятся о них и защитят вашу семью от всех опасностей. Скоро произойдет финансовое чудо, и на этой неделе произойдет необыкновенное чудо. Добро и свет всегда победят тьму. Бог примет вашу борьбу, стойте твердо и увидите свою доброту. Полностью доверяйте Богу и не полагайтесь только на свое собственное понимание. Бог разорвет любые негативные циклы, ограничивающие вас. Вы вступаете в новую эру свободы, процветания и успеха. Бог изменил мою жизнь, дав мне цель, благословив меня в финансовом отношении и воодушевив меня во всех отношениях. Верьте, что Бог сделает для вас столько же или даже больше. Держитесь за Бога с непоколебимой верой, потому что Он никогда вас не подведет. Я верю в божественное вмешательство. Затем я веду вас в будущее, наполненное процветанием, любовью и удовлетворением. Откройте свое сердце и разум чудесам, которые вас ждут, потому что тебе суждено стать великим. Отпустите свои тревоги, страхи, стресс и боль. В ответ я наполняю вашу жизнь своим миром, любовью, исцелением и изобилием. Поверьте, я решу вашу проблему. Я успокаиваю бури, которые грозят захлестнуть тебя. Мое присутствие приносит радость и мир, превосходящие всякое понимание. Я слышу твои молитвы, любовь моя, и сотворю чудеса в твоей жизни. Я Бог невозможного, Бог, который прокладывает путь, даже если вы не видите. Поверьте в мою силу, и вы увидите чудеса, превосходящие ваши самые смелые мечты.
Ваши ответы, исцеление, прорывы и благословения приходят к вам сейчас. Я щедрый Бог и хочу, чтобы вы преуспели во всех аспектах своей жизни. Завтра вы получите неожиданное благословение. Верьте тому, что я вам обещаю. Тогда вы станете свидетелем чудес в своей жизни. Я Бог, который может все. Я начало и конец. Я источник всей мудрости, знания и понимания. У меня есть великий план, который приведет вас к успеху, а не ко злу. Откройте дверь, чтобы улучшить свою жизнь. Я помогу вам преодолеть долги, оплатить все счета и улучшить ваше положение. Если вы посмотрите это видео до конца, я обещаю вам, что к концу 2024 года вы станете миллионером. К концу этого месяца у вас появится много причин для благословения. К вам придут радостные благословения, улучшится материальное положение, исцелится организм и принесутся чудеса. Я здесь, чтобы облегчить вашу боль и улучшить ваше финансовое положение. Я знаю, что многие из вас борются с деньгами, и я хочу, чтобы вы знали, что я с вами. Я улучшу ваше здоровье, укреплю ваши отношения и улучшу ваше положение. Дорогие друзья, верьте в меня и верьте, что я Бог, который делает вещи лучше и дает вам хорошие вещи. Бог откроет дверь, о которой вы молились. Следующие 7 дней будут полны радости, любви и мира. Вы вступаете в сезон любви и благословений. Пожалуйста, поверьте. Суперблагодарственное пожертвование всего в $25 может иметь большое значение. Взамен вы получите здоровье, счастье и мир. Более того, вы помогаете нам поделиться чем-то очень важным посланием Бога. Аминь. Бог говорит, что у Него на тебя великие планы. Бог открывает небеса и изливает благословение. Пусть Бог благословит дело ваших рук и восполнит все ваши нужды. Бог превратит вашу печаль в радость. Бог ответит на ваши молитвы. А 2024 год станет годом больших перемен, прорывов и чудес. Это время новых возможностей и новых начинаний. Когда вы предаетесь Богу, Бог благословит вас и вашу семью. Оно приведет вас к лучшей жизни, залечит каждую рану и превратит каждую неудачу в возвращение. Когда вы предаетесь Богу, Он обогатит жизнь ваших семей, исцелит все болезни и устранит препятствия на пути к выздоровлению. Объявите со мной сегодня: я готов получить любовь, исцеление и изобилие, которых я действительно заслуживаю. Я Бог твоего изобилия и хочу наполнить тебя всем добром. Желаю подарить тебе богатство, здоровье и счастье. Однако крайне важно, чтобы вы сохраняли непоколебимую веру в меня и с благодарностью принимали мои благословения. В этом году ваш дом будет защищен от всех повреждений, болезней и опасностей. Моя любовь и защита окружают тебя, и я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. В твоей жизни много моментов одиночества и отсутствия любви, но сейчас я держу тебя с божественным утешением, силой и ободрением. Потому что я так сильно люблю тебя, сынок. Я видел твой страх и слышал крик твоего сердца о помощи. Я понимаю вашу ситуацию и понимаю ее важность. Этот вызов слишком велик, чтобы справиться с ним в одиночку. Вы можете чувствовать разочарование, ошибочно думая, что я злюсь на вас или не хочу вам помогать. Но послушай, тебе всегда нужна моя помощь.
Независимо от того, сколько у вас есть, враг попытается создать замешательство, чтобы сломить ваш дух, поэтому всегда будьте осторожны. Это испортит ваши планы и причинит вам глубокую боль. Я здесь, чтобы поддержать вас в решении текущих проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Господь говорит: не бойтесь, мужайтесь и не унывайте обманом или другой враждой. Стойте твердо в своей вере. Тогда я превознесу тебя над твоими противниками. Им будет стыдно, когда ты пойдешь со мной по зеленым пастбищам, а я поведу тебя освежающими ручьями. Я буду хорошо о тебе заботиться, потому что я забочусь о тебе. Дай мне руку, я здесь, чтобы спасти тебя от неприятностей. Боль, которую ты испытал, это не конец, но, уверяю тебя, дитя мое, это начало невероятных перемен в твоей жизни. Я не хочу двух жизней, в которых вы благословляете других и выглядите счастливым снаружи, но внутри, когда вы одиноки, вас одолевает страх и преследуют прошлые духовные битвы. Отклонить ты смеешься и плачешь одновременно, но, пожалуйста, послушай меня. Не игнорируйте инструкции, которые я вам даю. Вера заключается не в том, чтобы жить идеальной жизнью или избегать трудностей, а в том, чтобы сдержать свои обещания даже в трудные времена, зная, что вы можете справиться с любым испытанием и зная, кто рядом с вами. Не расстраивайтесь, если вы не популярны или если вам кажется, что критика и проблемы направлены против вас. Будьте благодарны за таланты и благословения, которые я вам дал. Каждый служит определенной цели, и я объединяю их всех. Ваша точка зрения, убеждения и убеждения являются ключом к вашему подъему. Пожалуйста, учитесь на моем уроке. Если вы слабы, встаньте на колени и помолитесь. Если путешествие кажется вам слишком трудным, посмотрите на небо. Я здесь, но я живу в твоем благословении. Препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, могут показаться непреодолимыми, но враг уже побежден. Пожалуйста, ответь мне сейчас, ты доверяешь мне и любишь меня? Получив ваш ответ, я совершу великое чудо. Я открываю небеса, чтобы излить на тебя благословение и записать свои слова в твоем сердце. Пусть твои шаги будут твердыми, и пусть ты никогда не отступишь от этой любви, которая тебя окружает. Бог говорит, что материальные вещи бесполезны в трудные времена. Они не имеют смысла. Не теряйте веру. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы сдержать свое обещание. Обязательно слушайте утром, днем и перед сном. Выскажите мне свои пожелания и поверьте, что я дам вам самое лучшее. Послушай, что-то удивительное и мощное вот-вот изменит твою жизнь. То, что вы просыпаетесь со мной, не означает, что вы не столкнетесь с проблемами и трудными временами, но это означает, что вы всегда можете продолжать идти вперед. Окружите себя моей благодатью в это время смут и потрясений. Направь свое сердце моим любящим духом. Вы увидите изменения в себе. Вы станете более терпеливым, более смелым, меньше будете бояться проблем и сможете уверенно идти по жизни. Там, где марширует враг, вы будете идти смело, потому что я буду вести вас. Не слушайте людей, которые вас критикуют, пытаются унизить или заставить вас чувствовать себя ничтожными из-за вашего прошлого или недостатков. Не забывай, что я отказался от всего, потому что люблю тебя. Ты очень важен для меня. Когда я стою рядом с тобой, враг боится тебя, потому что знает, что в твоей семье произойдут великие перемены. Мы лечим не только ваших близких,
но и многих людей вокруг вас, пожалуйста, сохраните эти слова, которые я говорю сегодня. Бог любит вас так сильно, что послал ангелов, чтобы помочь вам материально и защитить вашу семью от опасности. Скажите эти слова с верой. Когда я чувствую себя одиноким, Бог утешает меня. Когда печаль и одиночество одолевают меня, Бог утешает меня и является источником моей радости и беспомощности. Небесный Отец, я благодарю Тебя за изменяющие жизнь благословения, которые Ты дал мне. Я верю, что у Тебя большие планы на мое будущее. Я отдаю каждый аспект своего сердца, воли и эмоций Тебе во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас здоровьем и безопасностью и обещает превзойти все ваши ожидания. Эта неделя будет неделей большого прогресса. Вы можете ожидать, что ваше здоровье улучшится, ваше финансовое положение улучшится, а ваши отношения улучшатся. Бог откроет небеса и осыпет вас непреодолимым потоком любви, богатства, исцеления и новых возможностей. Ваш банковский счет будет лучше, чем вы когда-либо могли себе представить, и все ваши счета будут оплачены вовремя. Бог не просит вас стараться изо всех сил, Он просит вас глубже доверять Ему. Когда ты начинаешь верить, все внутри тебя меняется. Бог может сделать больше, чем мы можем просить или думать, благодаря Его силе, действующей внутри вас. Я заявляю, что к вам придут неожиданные благословения. Вам будет более чем достаточно просто выжить. Бог чудесным образом открывает двери, знакомит вас с нужными людьми и устраняет препятствия из вашей жизни. Эта неделя будет полна хороших новостей и исполнения ваших молитв. Может показаться, что время идет на вашей стороне, но слушайтесь и цените слова, которые я вам говорю. Моя любовь к тебе вечна, и мое милосердие простирается навсегда. Будьте готовы праздновать, радоваться и ждать моего ответа с распростертыми объятиями. Все будет исправлено. Я, ваш Небесный Отец, спланировал ваше будущее еще до вашего рождения. В моих руках все чудесное, о чем вы желаете и мечтаете, в том числе и молитвы за своих близких, записано в моей священной книге. Каждое событие имеет точное время и сезон. Я желаю благословить вас и открыть двери для вашего роста в мудрости, вере, смирении и терпении. Ты мое любимое дитя, и я поместил тебя в такое место, где ты будешь расти и приносить плоды. Путь к этим благословениям лежит в моих святых и могущественных словах. Примите это с непоколебимой верой и энтузиазмом и держите близко к сердцу. Будьте готовы сделать что-то особенное, потому что Бог собирается сделать что-то удивительное в вашей жизни. Чудо твое близко, и никто не сможет закрыть дверь, которую открыл Бог. Он ищет выход из, казалось бы, ничего. Во имя Иисуса я дарю вам благосклонность, доброту и благословение во всех сферах вашей жизни на этой неделе. Вы можете ожидать улучшения здоровья, новых возможностей трудоустройства, богатых отношений и роста. Бог сотворит чудо, чтобы решить все ваши проблемы. Вы вступаете в новую фазу свободы, богатства и процветания. Период трудностей закончился, и начинается новый день. Этот новый этап наполнен надеждой и ожиданием, потому что у Бога есть для вас великие планы. Пожалуйста, позвоните по номеру 111, чтобы забрать его. Бог говорит вам открыть свое сердце, чтобы получить Его благословение и верой войти в обнадеживающее будущее, которое вас ждет. Мы здесь, чтобы поддержать вас в трудную минуту.
И если, когда вы читаете это, у вас на глазах наворачиваются слезы, знайте, что Бог привел ваш сломленный дух к этому сообщению, чтобы показать вам, что у Него есть путь для вас. Он исцеляет вас и предоставляет вам хорошие возможности и трудные отношения. Ваше открытие не за горами. Иисус даст вам все, что вам нужно. Он дает вам еду, когда вы голодны, воду, когда вы хотите пить, и все, что вам нужно, чтобы расти и быть счастливыми. Отдайте Богу ваш стресс и боль, и Он заменит их миром, любовью, исцелением и благословениями. Пожалуйста, помните, маленькое стадо, тебе нечего бояться, ибо Отец твой рад дать тебе царство. Вера царства означает прославление Бога в трудные времена и доверие Ему во времена тьмы. Доверьтесь моему божественному милосердию, зная, что я всегда наблюдаю за вами и вашими близкими, даже когда вы не видите пути. Следующие 3 дня будут полны благословений, чудес и прорывов. Вы испытаете сверхъестественные изменения во всех сферах своей жизни, включая работу, финансы, здоровье и отношения. Ожидайте неожиданных благословений, обильной любви и удачи. Месяцы май и июнь – месяцы радости, полные чудесных чудес, неожиданных благословений и двойного счастья и радости. Вы вступаете в сезон чудес, где каждый день приносит новые чудеса и прорывы. Я открыл для вас дверь, которую никто не сможет закрыть или остановить божественный план вашей жизни. В беспокойном мире Бог – ваше убежище и сила, и Он всегда рядом в трудную минуту. К концу этой недели ваша жизнь наполнится благословениями, и все ваши заботы исчезнут. Бог посылает вам ресурсы и больше денег, чем вы можете себе представить. Кроме того, Бог послал ангелов, чтобы защищать и направлять вас и ваших близких. Пожалуйста, введите 1212, чтобы получить или пожертвовать. Аминь. Бог говорит, помните, что даже когда дела идут плохо, Бог всегда все контролирует, и ваше будущее в Его руках. Бог отвечает на ваши молитвы в нужное время, открывает двери в нужное время, приводит нужных людей, направляет ваш рост и поддерживает вас в каждом испытании. Когда наступают трудные времена, когда шансы против вас и вы теряете надежду, помните, что в конце туннеля есть свет. Бог не только демонстрирует свою силу и направляет вас, Он также показывает окружающим, что Божья благодать присутствует в вашей жизни. Бог сделает что-то очень удивительное и неожиданное, что гарантирует, что вы будете благословлены Его рукой. Доверяйте Богу в самые мрачные моменты, как пассажир доверяет инженеру, идущему по темному туннелю. Тогда вы сможете победить. Сегодня мы проявляем много благословений в вашей жизни. Пусть каждая часть вашей жизни, которая болит, будет исцелена и наполнена радостью, и пусть все, что запоздало, придет в свое время. Пусть Божьи благословения и дальше сопутствуют вам в этом сезоне. Ближайшие месяцы будут полны благословений, позитивных новостей и счастья. Вселенная склоняется в вашу пользу, и ваш божественный поставщик позаботится о вашем финансовом бремени. Ваши финансы будут процветать, и у вас будет много ресурсов, чтобы комфортно жить, путешествовать и осуществлять свои мечты. Христос уже победил всех своих врагов невредимым. Ты достигнешь успеха. Когда вы молитесь, Бог помогает вам изменить неизменяемые обстоятельства и дает вам силы принять утрату. Библия говорит, что невозможно угодить Богу без веры. Любой, кто приближается к Богу, должен верить, что Он существует,
и вознаграждает тех, кто ищет Его. Иногда мы отдаем все в руки Бога и молимся. Когда Бог остается один, Он начинает творить чудеса в нашей жизни. Бог держит тебя, когда тебе грустно. Бог вытирает твои слезы, когда ты плачешь. Когда ты сломлен, Бог восстанавливает тебя. Я здесь, чтобы защитить тебя. С вами ничего не случится. Я повелел ангелам заботиться о тебе при любых обстоятельствах, чтобы с тобой не постигло несчастье. Когда вам нужен друг, доверьтесь Богу. Когда вы чувствуете себя потерянным и одиноким, Бог удовлетворит все ваши нужды. Повторяйте эти утверждения. Когда мне грустно и одиноко, Бог наполняет мое сердце радостью. Когда я слаб, Бог дает мне силу. При необходимости введите 15:15. Бог говорит, вы видите огромную разницу между Богом и человеком. Бог щедро дает, прощает и продолжает давать, но люди часто берут больше, забывают и хотят большего. Если ты осознаешь, что согрешил, немедленно исповедуй это и приди ко мне в покаяние. Я хочу сказать вам, что небеса будут счастливы, если вы покаетесь. Вызов, с которым вы сейчас сталкиваетесь, это не наказание. Я не использую свою силу, чтобы бить своих детей каждый раз, когда они совершают ошибку. Я любовь, твой Создатель и твой Отец. Я понимаю твои недостатки, ненавижу грех и не терплю его, но готов тебя простить. Но, пожалуйста, не греши больше. Не позволяйте высокомерию, злобе и упрекам поселиться в вашем сердце. Не судите других, не понимая их по-настоящему. Пожалуйста, не повторяйте ложных обвинений. Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, и не ставь ничего и никого в своей жизни выше меня. Я хочу быть первым. Только ты, Господь Бог твой, повинуйся моим словам и слушай внимательно. Не забывай, что я тебе сказал. Я помогу вам выйти из ситуации и направлю вас на каждом этапе пути. Я уже отвечал, но отвечу еще раз. Я делаю это сегодня, потому что люблю тебя. Я не злюсь, и мне это не нужно. Ты отвернулся от своих злых путей, и я восстановлю тебя. Я буду с тобой в те моменты, когда ты нуждаешься во мне больше всего, в те тревожные минуты, когда тебя окружают проблемы и ты слаб в вере и духе. Возлюбленные, я ближе к вам, чем кто-либо другой, и я здесь, чтобы подбодрить вас и обновить вашу веру, чтобы из вас исчез весь страх. Я полностью понимаю ваши трудности и страхи. Когда вы чувствуете себя подавленным и слабым, я рядом, чтобы дать вам силу и смелость противостоять этим трудным моментам. Я провозглашаю победу, мир, восстановление и финансовое процветание в вашей жизни. Я принял решение, и мое заявление является окончательным. Я не позволю твоим врагам причинить тебе вред. Бог откроет двери, принесет дождь на ваше поле в нужное время и сделает ваши усилия процветающими. Иисус хочет показать нам, что наша жизнь должна измениться, потому что Он приведет нас к победе и наполнит нас верой в то, что мы не потерпим неудачу. Давайте сегодня отпразднуем нашу победу. Введите 17:17, чтобы начать поиск прямо сейчас. Большое спасибо и много благословений. Аминь, говорит Господь. Если ты попросишь облегчения, я освобожу тебя от вины, и ты получишь вновь обретенную свободу.
Даже если ваш банковский баланс невелик, будьте уверены, что кредиторы не встанут у вас на пути. Если вы стремитесь к процветанию, я обеспечу вам трудоустройство и достойную работу. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Вот как вы живете. Не бойтесь. Я открою тебе путь. Следуйте им, и вы добьетесь успеха в своей работе и честности. Моя цель – обогатить вашу жизнь благословениями и научить вас важности мудрого управления. Сочетание благодарности с полученными знаниями принесет неизмеримую пользу. Пусть в вашем доме царит мир, а чудеса, которые вы обнаружите, способствуют вашему духовному росту. Но не пропускай мои уроки. Смотрите за пределы материального богатства к Богу. Прежде всего, я искренне благодарен в своем сердце. Такое отношение – первый шаг к жизни, полный сюрпризов. Ваша непоколебимая преданность делу в трудные времена, ваша любовь и благодарность, ваше стремление воодушевлять других, ваша готовность принять мои учения, ваши постоянные молитвы и ваша готовность служить добром, чтобы сделать мир лучше – все это глубоко восхищается вами. От тебя почувствуйте мое послание своему сердцу и облегчение своему миру. Моя любовь к тебе очевидна. Теперь я принимаю все презрения тех, кто обидел и обидел тебя. Сегодня у вас есть зрелость, проницательность и сила, чтобы поддержать своих близких и других людей. Ваш момент свободы настал. Вы готовы принести мою любовь и свет тем, кто в этом нуждается. Однако ваш противник заинтересован в вашем потенциале и поэтому вернется, чтобы нарушить ваш покой. Когда тревога и страх подкрадываются к тебе, помни, что моя любовь к тебе безгранична и мое милосердие безгранично. Мой Святой Дух бдителен и больше не будет беспокоить меня. Если ты колеблешься, я подниму тебя. Никогда не думай, что я тебя забыл. Если ты попал в беду и попал в ловушку врага, я освобожу тебя. Когда волны вашей веры и пессимистические мысли затуманивают вашу душу, я защищаю вас, очищаю вашу душу моими словами и защищаю вас от каждой силы, которая пытается отделить вас от моей любви. Я всегда лелеял тебя с глубокой и божественной любовью. Но плохие люди вселяют в ваше сердце сомнение и обиду. Поскольку вы обратились, двери моего небесного царства открыты для вас. Я обещаю подарить вам все свои благословения с любовью. Я исцелил раны твоего сердца. На протяжении всей вашей жизни каждый ваш шаг и каждое ваше решение будет контролироваться рукой Божией. Бог не только наблюдает за вами, но и активно вмешивается на ваш путь, чтобы гарантировать, что вы достигнете своего божественного предназначения. Помните, Бог никогда не даст вам бремени, которое вы не сможете вынести. Во времена отчаяния, когда вы чувствуете, что выхода нет, у Бога есть совершенный план вашего спасения. Оно превращает ваши слабости в сильные стороны, а неудачи в возможности. Благодати Божией достаточно для тебя, и Его сила совершается в твоей слабости. Бог приглашает вас отдохнуть в Его присутствии. Бог знает, что ежедневная борьба может утомить вас, и Он хочет, чтобы вы нашли убежище и покой в Его любви. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Бог. Бог хочет, чтобы вы отпустили бремя и поверили, что Он контролирует каждую ситуацию. Эта надежда — ваше убежище посреди бури, ваша безопасная гавань, когда кажется, что мир вокруг вас рушится. Божья верность нерушима.
Независимо от того, сколько раз вы терпите неудачу или теряетесь, Бог всегда приветствует вас с распростертыми объятиями. Его любовь не имеет границ и условий. Он любил тебя с самого начала и будет продолжать любить даже в самые худшие моменты. Эта безусловная любовь является основой наших отношений с Богом и причиной, по которой у нас есть надежда в любой ситуации. Божья любовь покрывает вас, защищает и ведет к цели, которую Бог создал для вас. Развитие близких, личных отношений с Богом имеет первостепенное значение в нашем хождении с Богом. Речь идет не только о соблюдении религиозных ритуалов, но и о построении глубоких и подлинных связей. Проводите время в молитве, медитации и чтении Библии. Эти практики помогут вам услышать голос Бога и понять Его волю для вашей жизни. По мере того, как вы приближаетесь к Богу, вы начинаете испытывать внутренние изменения, которые отражаются на каждом аспекте вашей жизни. Вера в Бога – ключ к преодолению всех трудностей. Вы столкнетесь с испытаниями и невзгодами, но с Богом на вашей стороне нет ничего невозможного. Он твоя опора, твоя сила и твой Спаситель. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, которая кажется непреодолимой, помните, что для Бога нет ничего невозможного. Его сила безгранична, и Его мудрость безгранична. Вера в Бога дает нам силы и решимость продолжать идти вперед, какой бы трудной ни была дорога. Прощение является фундаментальным столпом христианской веры. Бог призывает вас прощать тех, кто обидел вас, так же, как Он прощает вас. Акт прощения не только освобождает другого человека, но и освобождает вас от груза обиды и обиды. Практикуя прощение, мы подражаем любви Христа и открываем свои сердца миру и примирению. Помните, простить не значит забыть, это просто значит не позволять боли прошлого контролировать ваше будущее. Бог дал вам уникальные дары и таланты. Бог ожидает, что вы будете использовать это для своей славы и блага других. Узнайте, какие у вас таланты и как вы можете использовать их, чтобы служить своему сообществу и делиться Божьей любовью. У каждого из нас есть особая цель, и достижение этой цели приносит нам истинное удовлетворение и счастье. Не стоит недооценивать влияние, которое вы можете оказать на жизнь другого человека, если будете действовать согласно Божьему плану. Путь к вере не всегда легок. Будут моменты сомнений, искушений и испытаний. Но Бог дал вам возможность стоять твердо. Доспехи Бога защищают вас от атак врага. Сохраняйте веру, живите праведно, проповедуйте Евангелие мира, верьте в спасение, используйте Слово Божие и всегда молитесь. Это ваше духовное оружие в ваших ежедневных битвах. Никогда не недооценивайте силу молитвы. Через молитву вы напрямую общаетесь с Богом, делитесь своими заботами, благодарите Бога за Его благословение и просите Его руководства. Молитва не меняет ситуацию, а она меняет вас. Это укрепляет вас, дает вам мир и выравнивает вас с волей Бога. Сделайте молитву неотъемлемой частью своей жизни, и вы увидите, как чудесным образом действует Бог. Даже во времена процветания мы не должны забывать Бога. Легко искать Бога в трудные времена, но также важно благодарить и чтить Бога, когда дела идут хорошо. Осознайте, что все ваши благословения исходят от Бога, и используйте свои ресурсы, чтобы благословлять других. Щедрость и благодарность – признаки сердца, измененного Божьей любовью. Делясь своими благословениями,
вы отражаете характер Христа и меняете мир к лучшему. Бог обещал вам жизнь с избытком. Это изобилие измеряется не только в материальном плане, но и в терминах мира, радости, любви и духовного удовлетворения. Бог хочет, чтобы вы жили полноценной жизнью, наполненной значимым опытом и глубокими отношениями. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Доверьтесь Богу, и вы получите жизнь, превосходящую ваши ожидания. Наконец, помните, что ваша личность во Христе. Не оценивайте себя по своим ошибкам, неудачам или мнению других людей. Вы дитя Божие, любимое и желанное. Живите верой, знайте, кто вы во Христе, и позвольте этой личности руководить всем, что вы делаете. Ваша ценность определяется тем, кому вы принадлежите, а не тем, что вы делаете. Вы любимы Богом, это все, что вам нужно знать. Они притупляют вашу чувствительность к греху и нормализуют то, что я называю мерзостью. Дети мои, не сомневайтесь. Эти влияния сильны и убедительны. Немедленно удалите их из своей жизни и замените чистыми, добрыми и святыми вещами. Дорогие дети, это не просто вещи. Это духовные яды. Они медленно отравляют вашу душу и души ваших близких. Их присутствие в вашем доме приносит демонические армии и превращает его в поле битвы за вашу душу. Но не бойтесь. В своей бесконечной мудрости и милосердии я дал вам это предупреждение и эту возможность навести порядок в своем доме и защитить свою семью. Пожалуйста, примите меры сейчас. Это может показаться трудным, но соберите эти предметы и выбросьте. Сожгите их, уничтожьте и сделайте все возможное, чтобы освободиться от их злонамеренного влияния. Сделав это, вы не только защитите свой дом, но и обретите духовную силу, божественную защиту и путь к вечному спасению. Воспользуйтесь этой возможностью смело и с верой, зная, что мое руководство приведет вас к жизни, наполненной миром, чистотой и божественной благодатью. Встаньте, дети мои! Прислушайтесь к этому божественному предупреждению и действуйте безотлагательно и убежденно. От этого зависит психическое здоровье ваше и вашей семьи. Будьте уверены, вы находитесь под моим присмотром, и никакое зло не сможет победить вас под моим руководством. Помните, моя любовь безгранична и моя защита непоколебима, но она требует вашего активного участия. Поэтому, дети, слушайте мою команду. Пожалуйста, поделитесь этим срочным сообщением со всеми, кого вы знаете. Пожалуйста, предупредите их, чтобы они выбросили отмеченные мной предметы. Во-первых, загадочные предметы. Во-вторых, символика идолопоклонства. Третий – проклятый. И, наконец, светские СМИ. Это необходимо для защиты своего дома и души от бесовского влияния. Пожалуйста, побыстрее распространите мое слово. От этого зависит их спасение. Помните, путь к спасению перед вами. Все, что вам нужно сделать, это сделать первый смелый шаг. Пусть ты всегда будешь благословлен во имя мое. Аминь.